здесь, например, идет глина, паста текстурная. Это у нас атлас, вот такой блестящий. На каждую такую игрушку у Анны Сапруновой уходит около 5 часов. Процесс трудоемкий, но очень интересно, отмечает мастерица. Увлеклась она рукоделием давно и с тех пор является постоянной участницей традиционной ярмарки торгово-промышленной палаты Абхазии. Я люблю свои работы показывать натурально людям, потому что Инстаграм – это одно, а когда человек может прийти, посмотреть это вживую, что-то потрогать, да, что-то там спросить, это совершенно другое. Ну, девочки с ТПП вообще всегда молодцы, у них всегда организация очень хорошая, а атмосфера тоже всегда очень приятная. Это уже 4-я или 5-я ярмарка моя. А вот Астанда Смыр впервые участвует в новогодней ярмарке ТПП. Девушка изготавливает фигуры из гипса и заливает их воском. Такие свечи станут актуальным подарком к Новому году, отмечает рукодельница. Мой бренд образовался более года назад. Как-то, сидя в декрете, я стала увлекаться, то начала шитьем увлекаться, потом поняла, что все-таки больше меня привлекают игрушки и работа с гипсом. Я поняла, что работа с гипсом вдохновляет меня, успокаивает. И в этом году я решила поучаствовать первый раз в новогодней ярмарке и подготовила вот в новогодней тематике такие вот машинки со свечой арома свечи внутри. И вот. Хочу сказать большое спасибо организаторам такого чудесного мероприятия. Здесь люди делятся опытом, узнают много нового интересного. Спасибо. Основательница текстильного бренда Red Bird Екатерина Луценко отметила, что 2019 год стал мотиватором. Когда вся страна сидела на карантине, девушка решила создать свое дело. Сегодня в ассортименте Red Bird скатерти, прихватки, полотенца и салфетки из натуральных тканей. Полотенчики вот эти новые в ассортименте, вот эти тоже новые, такие прихваточки, вот. Дорожка на стол льняная, тоже специально к Новому году подготовленная. Вот эти вот плейсматы для праздничного стола тоже подходят. Торгово-промышленная палата всегда умеет создать праздник, на их ярмарках всегда приятно. Есть музыка, люди приходят с хорошим настроением. Ну и как бы продажи тоже зависят от той атмосферы, которая была создана на мероприятии, но здесь всегда все хорошо продается. В новогодней ярмарке, организованной торгово-промышленной палатой Абхазии в рамках проекта «Руками женщин», приняло участие более 70 брендов со всей республики. Здесь можно приобрести не только новогодние товары, но и абхазские десерты, аджику, вязаные изделия, свечи и украшения. Здесь, как вы видите, праздничная атмосфера царит. У нас около 70 участников из всех районов республики. Представлены предметы творчества наших рукодельниц, разной сферы деятельности. Здесь и предметы ручной работы, ювелирные изделия, мыло ручной работы, вязаные изделия и много интересного. От коллектива торгово-промышленной палаты хотели бы поздравить весь народ Республики Абхазия с наступающим Новым годом и пожелать в Новом году здоровья, успехов, благополучия. Пусть в ваших домах царит радость, мир и спокойствие. Помимо покупки подарков для себя и близких, всех, кто пришел на ярмарку, ожидал фуршет, музыкальные номера и, конечно, поздравления от главных героев Нового года. Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.